Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Кто-то пытается восстановить сюжет в воображении, а кто-то в собственной памяти. Александру Брехману было 4 года. В Могилев-Подольское гетто его забрали с матерью. Ее сослуживцы помогли организовать побег, но от прошлого не убежать. Я сам в прошлом узник концлагеря и гетто. Поэтому я пришел сюда, чтобы вспомнить всех тех, кто остался там навсегда. Лилия Ратнер – московский художник-иллюстратор. Серия рисунков «Пророки» посвящена эпизодам из Ветхого Завета. В цикле «Холокост» библейские пророки попадают в концлагерь. Иакову снится спасение ангелов в робах, Моисей встречается с узниками по дороге в лагерь, а любовь из песнь песней заканчивается смертью среди виселиц. Лилия Николаевна еще дошла до самой главной мысли о том, что жертву приносит это избранная часть народа. И тогда уже не страшно ничего, потому что этот народ тоже воскреснет. Он приносит искупительную жертву за всех. Еще один способ погрузиться в историю – спектакль «Мальчики» по роману ирландского писателя Джона Бойна. Дружба немецкого мальчика Бруно и 9-летнего заложника Освенцима Шмуэля заканчивается трагедией. Пригласил своих внучку и ее подружку, чтобы посмотреть, что такое Холокост. А то это они не знают. Такие мероприятия нужно больше показывать нашим школьникам и нашему подрастающему поколению, я имею в виду студентов, потому что они по-другому совсем относятся к нашей жизни, немножко пренебрежительно. Актеры – дети. Спектакль заканчивается словами «Такое не повторится ни в наше время». Жертвами Холокоста стали более 6 миллионов человек. Ленар Гинатуллин, Лилия Кашварова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.